Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 21 июня 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Это отношения, работа, финансы и итог дня. Будем подсказывать из цыганской колоды. Итак, сегодня у нас тройка пентаклей выпадает как карта дня. Эта карта очень результативная и денежная, да, то есть мы можем получать деньги, мы можем тратить деньги сегодня на необходимое, на что-то. Может быть, это какой-то праздник, может быть, небольшое, да, торжество какое-то, и мы тратим на это деньги. А может быть, это просто отдых, и вот тоже мы стараемся сделать его удобным, тоже тратим на это деньги. Для кого-то это и результат какого-то труда, могут приходить деньги. В общем, действительно, карта очень такая приятная, показывает удовлетворение наше, и даже, может быть, мы довольны тем, чего мы достигли вот за эту неделю, и можем сейчас себе позволить расслабиться, да. То есть тройка пентаклей у нас астрологически связана с Марсом в Тельце, а это значит, что мы какие-то имеем желания, мы имеем возможности для того, чтобы их удовлетворить, да, то есть необходимые средства для этого есть. Ну и, конечно же, все, что касается нашего удобства, все, что касается наших каких-то договоренностей, тоже сегодня реализуется. Хорошее время для того, чтобы заняться красотой, да, может быть, что-то сделать такое хорошее, красивое в интерьере. Может быть, кто-то будет покупать одежду, то есть свою внешность приводить в порядок. Может, кто-то будет приобретать какую-то косметику, может быть, ароматы, украшения, какие-то, может быть, подарки делать, кто-то цветы будет покупать или дарить. В общем, такое вот все красивое, да, у нас сегодня, все то, что нас радует. И карта говорит о том, что деньги у нас на это все-таки находятся, да, даже если, допустим, вы не рассчитывали на какую-то покупку, и она вам очень здесь понравится, то вот у вас находятся деньги для этого. Причем это деньги в вашем кошельке, это не заемные какие-то средства. А также вот по этой карте очень часто приходит помощь какая-то нам. Может появляться какой-то новый источник дохода, может быть новая работа, может быть какая-то идея для бизнеса у кого-то. Карта связана также со сбережениями с нашими. Может быть, допустим, что-то мы откладывали, да, для того, чтобы сейчас вот потратить на какие-то красивые, важные, приятные вещи. Также карта говорит о том, что сегодня вот именно по тройке пентаклей мы заботимся о теле. Здесь мы можем фитнес-центры посещать, можем заниматься, допустим, бегом, да, в общем, как-то мы здесь на свое тело тоже внимание обращаем. Это, кстати, хорошая карта и для выздоровления. Так, тройка пентаклей у нас также связана с тем, что мы начинаем какие-то важные дела. Вот, допустим, у нас уже есть опыт в какой-то деятельности, да, вот то, что нам уже деньги приносило, и вот здесь может какая-то новая идея приходить, мы, если ее разовьем, то получим еще большие деньги, станем еще большим профессионалом. То есть либо кто-то посоветует, либо мы где-то что-то услышим, либо самим нам такая идея в голову приходит. Хорошая карта для отношений. Это когда собираются вместе друзья, родственники, когда мы приятно общаемся. И, в общем, такое расслабленное, непринужденное у нас состояние. А что будет помогать? Королева мечей. Карта говорит о том, что нужно обязательно выполнять свои обещания. Если что-то кому-то мы сказали, да, слово нужно держать. Также, может быть, важно ссылаться на какие-то документы, допустим, какие-то вопросы решаете, связанные с деньгами, да, нужно, чтобы обязательно у вас вот ваше слово было подтверждено документом. Или, допустим, если вы какие-то операции совершаете денежные, то тоже все только по закону должно быть, чтобы не было каких-то сложностей, да, вот, то есть какие-то коммерческие, да, тут, допустим, сделки, нужно обязательно брать чеки, если что-то покупаете, обязательно, чтобы
вы могли в случае необходимости вернуть эти деньги, да, вот по королеве мечей. То есть вы можете со своей покупкой вот делать все, на что вот имеете право по закону. А также карта говорит о том, что вы можете решать благополучно какие-то вопросы, связанные со взаимоотношениями в семье, со своими вторыми половинками. Здесь могут приходить какие-то законы, да, или начнет действовать какой-то закон, которого долго ждали вы, и вот благодаря этому вы можете, допустим, там зарабатывать или там ехать куда хотели, в общем, какие-то свои желания осуществлять. Что будет мешать? Пятерка чаш. Мешать будет залипание на эмоциях, на каких-то проблемах, на прошлом, да, особенно это касается взаимоотношений. Если у вас во взаимоотношениях были какие-то там ссоры, конфликты, расставания, да, вот карта говорит о том, что это вам мешает идти вперед, наслаждаться жизнью, это даже вашему здоровью вредит. А пятерка чаш у нас астрологически связана с Марсом в Скорпионе. Это значит, что Марс – это всегда новое начало, новая жизнь, новый толчок, новая идея. А Скорпион – это прошлое, да? Вот мы там купаемся в своих прошлых каких-то обидах, в прошлой боли и так далее. То есть Марс говорит, делай рывок и как бы быстро переходи на ту сторону жизни, да? Вот мост у нас такой через реку здесь. То есть обрати внимание на свое будущее, перестань смотреть в прошлое. Вот такую карту нам рекомендует. А теперь отношения. В отношениях император – замечательная семейная карта. Возможно, будут решаться какие-то вопросы, связанные с недвижимостью, либо что-то будет очень важное с вашим отцом происходить или мужем, у кого ну, как бы есть какие-то вопросы, да, в этой теме. Также карта говорит о том, что вы будете заниматься безопасностью, вы можете обсуждать какие-то денежные вопросы, деловые вопросы. Вы можете думать о том, как вам, допустим, решить какой-то материальный вопрос, то есть можете обсуждать это совместно. Для тех, кто в поиске партнера, девятка пиковая, карта говорит о том, что у вас пока что без изменений. Давайте я еще достану карту. Но скоро у вас уже появится возможность, причем совершенно неожиданно встретить человека. То есть сегодня без изменений, но в ближайшее время уже есть возможность для встречи. Причем такой человек, которого вы не ожидали увидеть рядом с собой, либо это человек, которого вы и ожидали, но это совершенно неожиданно произойдет для вас. То есть не в тот момент, когда вы готовы к этому. Теперь для тех, кто в паре, девятка червовая. Карта говорит о том, что будут какие-то новости по поводу недвижимости. Да, у нас здесь карта выпадает старшего аркана император. Новости в ваших отношениях по поводу недвижимости, по поводу денег, которые у вас общие на семью. Да. Может быть, какие-то решения новые будут приняты в вашей паре. Также, вот, может быть, вы будете сегодня какие-то решать важные вопросы, которые поменяют вашу жизнь вот полностью, да, то есть совершенно в новом направлении вы начнете вот вместе двигаться, то есть ваша пара, да, как-то вот в ваших отношениях произойдут такие перемены, которые вашу жизнь обновят. Давайте посмотрим, чего они касаются больше всего, но больше всего это касается ваших интересов личных. То есть, возможно, ваш партнер как-то влиял на вас, ну, допустим, как-то стеснял вашу свободу, да, или еще, может быть, там не доверял вам, ревновал и так далее. И вот вы договоритесь сегодня о том, что, ну, какие у вас вообще правила поведения, да, какие у вас права, скажем так, в отношениях. То есть вы будете говорить о том, что вот вас беспокоит, да, вот как-то по-новому здесь вы все поймете, да, примете новые решения и будете уже жить в соответствии с этим. И я вам хочу сказать, что это как бы к лучшему, потому что ситуацию как-то прояснит. Для работы здесь выпадает восьмерка чаш. Карта говорит о том, что, скорее всего, работой вы не будете заниматься, то есть как бы вы от работы уйдете к отдыху, да. Или если вы все-таки будете работать, то по восьмерке чаш вы будете делать что-то новое.
может быть то, что вам больше соответствует, может быть какую-то рутинную работу оставите, привычную, да, и попытаетесь как-то даже старые какие-то проекты реализовать вот по-новому, стараться больше себя проявить. А теперь для тех, кто в поиске работы, туз червовый. Карта говорит о том, что, в принципе, у вас сегодня может появиться или человек какой-то в окружении, который вам может подсказать что-то с работой, либо вы какую-то информацию увидите. В общем, какая-то идея может к вам прийти, и у вас прям появится желание уже эту идею реализовать по поводу работы. Так, но так как это воскресенье, да, вот вы тут немножко ждете. Так, теперь для тех, у кого уже есть работа, шестерка червовая, но здесь тоже работа откладывается у нас, да, на день, когда уже будет как бы рабочее время, да, сейчас вот у нас отдых, поэтому шестерка червовая говорит о том, что работа только в будущем, да, то есть сегодня мы не работаем, сегодня мы отдыхаем, а сегодня мы, может быть, набираемся сил, да, после потраченной недели, после сил, потраченных на неделе. И вот также карта говорит о том, что у вас, опять же, в работе могут появиться какие-то новые идеи, новые желания, новые проекты, которые вы захотите реализовать вот именно на следующей неделе. И вообще, знаете, вот как-то о вас будут хорошо сегодня говорить. Вроде бы вы не на работе, но как будто бы либо члены вашего коллектива, либо ваше руководство, либо там ваши близкие будут говорить о вашей работе что-то приятное. То есть о том, что вы там хороший профессионал или еще каким-то образом себя хорошо зарекомендовали. Может быть, клиенты какие-то будут вам писать, обращаться к вам, да, просить о том, чтобы вы вот что-то для них сделали. Для тех, у кого свое дело. Туз крестовый говорит о том, что вот именно в этот день все происходит так, как у вас заведено, как привычно. Если вы выходной отдыхаете, значит отдыхаете. Если вы работаете, значит работаете. То есть все происходит так, как всегда. И дополнительную карту достану. Знаете, вот такое ощущение, что вот в этот день вам неплохо было бы остановиться и подумать, от чего надо отказаться и к чему новому прийти. Какие-то проблемы у вас здесь накопились, от которых вы отмахиваетесь и не хотите их вовремя решать. Скорее всего, вот нужно об этом подумать. Знаете, вот карты говорят, что если только вы решите отказаться от чего-то ненужного, от того, что вас тормозит, мешает зарабатывать, мешает развиваться, у вас сразу же, может даже в этот же день, появится либо новый человек, либо новая идея, либо новый путь какой-то, либо новый заработок. То есть вот только стоит вам выбросить что-то старое, как появится новое. Может быть, просто даже прибрать, может быть, в бумагах, да, и уже для вас это что-то новое откроет. Финансы. В финансах у нас туз чаш, а это значит, что мы тратим на удовольствие, мы тратим на какую-то радость, на отдых и так далее, на своих близких людей. Для тех, кто на зарплате, ну, здесь у вас, возможно, были какие-то планы на сегодняшний день по поводу покупок, да, и, кстати, вам, во-первых, хочется что-то купить, то, что вас будет радовать, и, может быть, у вас тут будут какие-то подарки денежные от близких людей, может быть, от родителей, от бабушек, дедушек, или просто от каких-то близких людей, которых вы очень хорошо знаете. А может быть, даже и сами заработаете, но это не зарплата, это, в общем, знаете, либо то, что вы сделали своими руками, за это деньги придут, да, либо просто вот, но не коммерция здесь, да, а здесь, может быть, вот вы что-то продадите из того, что вам уже не нужно. Вот то, что ценное, да, то, что можно продать, и за это придут денежки. Ну, допустим, там на Авито кто-то и продаст, или еще как-то вы продаете. Для тех, у кого свое дело, десятка бубновая, карта денежная, карта говорит о том, что у вас могут приходить деньги на карту. Вот в основном это у нас бумажные деньги, да, но могут и на карту приходить, но вы, скорее всего, будете их снимать с карты. А также карта говорит о том, что могут деньги приходить как-то неожиданно. Такой сюрприз у вас может быть денежный, да. Теперь, чем закончится день, у нас выпадает карта влюбленные. Ну, в прямом смысле карта говорит о том, что мы будем довольны отношениями, которые у нас есть. Кто-то, может быть, будет
романтику какую-то создавать вечером, да, там вечером при свечах, куда-то пойти, может быть, погулять, по саду прогуляться, да, по парку, или, может быть, пойти в какое-то кафе. Также карта говорит о том, что может быть, если это, допустим, не об отношениях карта, да, то, может быть, вы как-то очень верное решение примете сегодня, за которое вам будет не стыдно, да, то есть вы будете даже, может быть, гордиться собой, что вы сделали какой-то серьезный шаг сегодня, могли, допустим, от чего-то уйти, не решить какой-то вопрос, не взять на себя ответственность, а вы это все-таки сделали и будете этим гордиться. Ну и вообще здесь карта парная. По итогу дня самыми важными будут вопросы, когда вы решали что-то с другими людьми, да, принимали какие-то решения, говорили об обязанностях, начинали какое-то дело совместное и так далее, и так далее. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!